люди выстроились, развернули плакаты к ним. Примерно через минуты через две подошел подполковник полиции, велел свернуть плакаты. Демонстранты свернули их. И после этого прошло не меньше получаса, я думаю, больше, прежде чем начались задержания. То есть совершенно очевидно, что задержания были связаны не с самим фактом акции протеста, а просто наверху решили, что нельзя допустить такого развития событий, что вот люди вышли с плакатами, с футболками и ничего, и после этого остались стоять. Я думаю, что сегодняшнее задержание, по моим данным, было 55 человек задержано, может быть, кого-то выпустили, может быть, 46 осталось. Я думаю, что это месть за вчерашнюю демонстрацию на Красной площади, когда полиция вела себя вяло, задержали людей мало, и, видимо, кто-то наверху дал указание сегодня быть немножко пожестче. Хотя я должен сказать, что задержания не отличались такой жестокостью, которая бывает в отношении российской оппозиции. Я вас понял. Вы имеете в виду, что власти Москвы и России, в частности, не могли это просто оставить так как это бы своего рода послужило тропинкой для последующих, возможно, даже не крымских татар, а других каких-то несогласных с политикой Кремля, что вот можно, оказывается, в футболке, а там выйти с каким-то плакатом. То есть это было своего рода прививка. Вы знаете, трудно предположить, что у них в голове. Тем более, что там головы совершенно разные, и думают они по-разному. И интересы у них часто бывают противоположными. Но вот по факту это было так. Сначала была акция, а потом спустя довольно длительное время, через полчаса, начались задержания. Я думаю, что они опасались, что это пройдет как бы безнаказанным, и это будет, может быть, плохим примером для следующих демонстрантов. Возможно, они помнят о том, какие демонстрации были 32 года назад в Москве, и весьма возможно боятся этого повторения. И последний вопрос, Александр, вам, как известному советскому диссиденту, скажите, пожалуйста, в чем секрет быть стойким? Вот слово «диссидент» понимается как инакомыслящий, то есть человек, не согласный с какой-то общепринятой позицией, а в данной ситуации, когда мы смотрим на происходящее в нашей современности, то есть это те люди, которые не согласны той репрессионной политикой, которую проводит Россия по отношению к крымским татарам. Вот вы, как человек, который долгие годы боролись против системы. Что дает силы человеку, который выходит против системы? И чем необходимо запастись тем, кто сегодня стал на этот путь борьбы? Вероятно, для разных людей это будет по-разному, но я думаю, что главное — это жажда свободы, это стремление быть свободным, стремление избегнуть угнетения со стороны власти. И если вы хотите быть свободными, вы будете им, за это придется платить, это другой вопрос. К сожалению, в нашем обществе не очень многие люди готовы платить за свою свободу. Но тем не менее, мы видим на примере, сегодняшнем примере крымских татар, что люди готовы иметь неприятности ради того, чтобы быть свободными, ради того, чтобы их народ жил достойно. Большое спасибо, Александр.